Эти кадры появились в интернете накануне. Пациенты в реанимационном отделении лежат на носилках на полу. Все это вызвало широкий резонанс. Пользователи пишут под видео, что уже сталкивались с такой картиной. Я сегодня видела, как лежали на полу. Это ни для кого не секрет. Я лично видел эту картину год назад. Однако на деле выясняется другое. По словам главврача Сунжинской центральной районной больницы Фатимы Кукурхаевой, отделение реанимации рассчитано только на 6 коек, но иногда поступлений бывает гораздо больше. Как, например, в последнюю дежурную смену. В таких случаях, пока врачи оказывают помощь, развертывается дополнительная койка. Иногда бывает, что с ДТП и массовые могут поступить, где-то какие-то случаи огнестрелов бывает и ножевые ранения. По-разному. Но вот в этот именно день, в это дежурство, в реанимации находилось 5 больных и поступили в течение суток еще 5. Пока их перераспределяли, вот 2 этих больных поступили после полуночи. И вот немножко наслоилось, пока переводили, ставили кровати. Вот буквально это в течение 10-15 минут произошло. А так все больные на местах, оказывается помощь. Все стабильно. Родственники больных, которые лежали на носилках, подтверждают слова главврача. Они ждали только до тех пор, пока не принесут кровать. Она лежала, мы койку ждали, такая балуется. Места не было, поэтому почему? Потому что... Вас же предупредили, да, дядя? Вы меня решил в мультике. Мультик сразу же, кровать, переложить меня. Да, она объяснила, мы все поняли. Видео, по словам самого автора, было снято не для общественности, а закинуто в рабочую группу, чтобы доложить о внештатной ситуации и проинформировать о большом количестве поступивших больных. Люди поступают в реанимационное отделение с разной периодичностью. Количество больных сложно предугадать. Пациентов, чье состояние удалось стабилизировать, переводят в палаты. Оставляют только самых тяжелых. Врачи, дежурившие в тот день, отмечают, они сработали оперативно и оказали больным всю помощь. Дежурство у нас было тяжелое, поступлений было много. По скорой помощи приемного отделения и других отделений. Такое у нас происходит не каждый день. Текучесть у нас в этот момент была большая. Вот они временно оказались в такой ситуации. Больной был не на полу, на мини-кровати низкой. В общем, вот так. И такие вещи, как они пишут, бывают не каждый день. Чтобы исключить предвзятое мнение, мы записали интервью с человеком, не имеющим отношения к медицине. Сестра-близнец Радимхан Албакова и Милитхан 2,5 месяца находится в коме в реанимационном отделении. Она признается, на врачей наговаривают. Как можно было вот взять и такую ерунду запустить? Вообще мы все расстроены. Вот все больные, сколько я здесь 2,5 месяца нахожусь, все люди, у которых лежали здесь больные, все расстроены за такую подлость. Это называется подлость. Вы знаете, еще я хочу сказать, нам легко рассуждать, осуждать и других винить. А с себя надо начинать все. С себя надо начинать воспитывать себя, а не остальных. Вот все больные лежат, они обласканные теплом. Понимаете, сколько тепла. Я вот захожу сюда, я слышу, хоз камял, хоз билбан, хоз ласкадеш, успокаивать деш, хоз маркет, диктор маркет сулушдиндас. Как бы ни было, мы держим это на контроле, и чтобы массовое много поступлений было, я в курсе была, и что больные не лежат где-то там, где не положено, это понятное дело. Во всяком случае, я 4 года работаю, вот это первый случай, который вообще я слышала даже. И то просто, если бы чуть подождали бы с переводом, я думаю, что все было бы нормально. Так или иначе, никаких комментариев в пользу того, что эта ситуация неоднократная, нет. Версии медиков и их подопечных сходятся. Кому понадобилось раскачать эту тему и пустить видео в массы, непонятно. Это можно объяснить либо искренним сочувствием к пациентам, либо элементарной пакостью в адрес врачей. Тут, как говорится, время покажет. Зелимхан Кылоев, Сулейман Костоев, Новости 24.